Несмотря на слабое зрение, Ася Тимурзиева помогает больным малышам в полной мере ощутить все радости жизни. Возможность работать по профессии тифлологопед получила с открытием в Назране Центра для незрячих. И сейчас обучает детей чтению Корана по методу Брайля. Погрузившись в рабочий процесс, она забывает и о своем недуге. Нам помогли, устроиться на работу. Главное, что стаж идет, работать-то мы и так работали. И раньше, уже 3 года, как работаем. Еще полгода назад Мустафа Картоев и представить не мог, что его жизнь в одночасье так круто изменится. О высокооплачиваемой работе с диагнозом глаукома и катаракта на оба глаза он и не мечтал. Тщетный самостоятельный поиск работы привел инвалида первой группы на биржу труда, где мужчина и получил необычное предложение работать на заводе по производству железобетонных изделий, который заработал в его родном селе совсем недавно. 15 тысяч зарплат художен, а то и выше художен. Просто пытка, шкирон, хаткасти мардиесца. Дул дихнус. А der хош гусу сен фудула. Дул дыви халар валсуца. С харвяна с 30 октября за оз болхуя хаш. Бог бяпа несколько месяцев. Оз штрукан, оз валсу. Пенсии дуасун, конечно. Пенсии дизел хош, семья хош. Как правило, найти работу человеку с ограниченными возможностями здоровья совсем непросто. Однако в предприятии по производству железобетонных изделий 3 из 10 сотрудников – люди, получающие пенсию по инвалидности. Таким работникам здесь стараются идти навстречу, подобрать удобный график либо вакансию. Работа у них несложная. Например, вот там несколько тысяч формочек. Чтобы поставить их аккуратно на свои места, для этого очень много времени уходит. И основного рабочего целый день на него, чтобы рабочий потратил, это для нас не... Вот эту работу может выполнить инвалид спокойно. Вот такие несложные операции я доверяю им. Бухгалтера со стажем Зейна Паушева, несмотря на инвалидность по неврологии, тоже трудоустроили через Центр занятости Назрановского района, создав при этом все необходимые условия. Более того, женщина быстро поднялась по карьерной лестнице. Сейчас она начальник пельменного цеха в агрохолдинге «Горяночка». Бог томасни хозхитер чисто халня богм бир халбо хоба халбали бибежн бир тон инвалидистон подходит бог якачда дейхачда. В Центре занятости Назрановского района на этом останавливаться не собираются. Только за 2016 год трудоустроено более 150 человек с ограниченными возможностями здоровья. И главное в этом вопросе дать как можно большим людям возможность почувствовать себя нужными обществу. В связи с каждым из объектов, они большинство, они вводимые объекты, они все время расширяются. И в этих рамках у них будет еще увеличение штатных единиц, где будет увеличение, если у нас будет финансирование, мы еще будем дополнительно привлекать финансовые средства и выплачивать работодателям, в связи с чем еще будет увеличение и трудоустройства инвалидов. Тем более это в плановые показатели работы центра входит, где уже определенное количество людей, которые мы должны будем трудоустроить в этом году. До конца года в республике будет трудоустроено еще порядка 10 человек. Работа в этом направлении ведется постоянно. Более того, в Центре занятости стараются учитывать все пожелания людей с ограниченными возможностями. И не просто найти им работу, а подобрать дело по душе. Ферида Миршоева, Тимур Карахоев, Рахман Суров. Новости 24.